Я Кирилл Переходенко, историк-геральдист и член правления Союза геральдистов России. И сегодня мы с вами продолжаем говорить о геральдике. Сегодня мы с вами поговорим о проекте герба для одного из старинных башкирских родов, рода Юрмый. Как и другие гербы, проект герба для рода Юрмый основывался на народном предании Дафтара Чингиз-Наме. Именно в этом предании впервые во всей своей полноте мы видим символы, которые Чингисхан по преданию пожаловал биям разных родов. Вот среди них были тамга, древо рода, птица рода и аран рода, клич, боевой клич. Вот. Согласно преданию, основатель рода Юрми получил особые знаки от Чингисхана со словами: «Эй, Джурматы бий, пусть твоим древом будет ветла, птицей кречет, боевым кличем Актайлак». Таким образом, вы можете видеть, что в гербе помещены, собственно, древо рода ветла, птица кречет. Вот. Но здесь есть некоторые особенности. Если вы внимательно посмотрите, то ветла, дерево, изображено с одним общим стволом, который расходится на два самостоятельных ствола, имеющих общий корень. Почему такое произошло именно в гербе? Потому что у рода Юрми есть род-побратим Юрматы. Вот. Они считаются одними из древних башкирских родов, которые и сформировали, наряду с некоторыми другими родами, тот самый первый племенной союз башкир. Вот. Так же, как и у Юрми, мы можем увидеть в гербе рода Юрматы тоже дерево, ту же птицу, другую тамгу, конечно, у них своя тамга. Вот. Но поскольку предок у них был один общий, то и символы общие. То есть девиз тоже, если вы можете увидеть, Актайлак виден и в том гербе, и в другом гербе. Вот. Но изображены они по-разному. Это, кстати, один из моментов, когда нас спрашивают, а могут ли гербы быть одинаковыми, или что будет, если символы используются похожие или одинаковые, не будут ли гербы тоже одинаковые. Как видите, при одних и тех же символах у родов-побратимов свои гербы, которые, поставив рядом, вы никогда не спутаете. Хотя символы общие. Вот. Также здесь мы видим тамгу рода. Как я уже сказал, девиз рода Актайлак, аран, который общий у Юрми и Юрматы. Герб дополнен, как и другие гербы, простым бессословным шлемом, традиционным элементом герба. Вот. И намет выполнен из кольчуги, которая сверху покрыта тканью. Вот, снизу она кольчужный, да, намет. Вот. Почему так? Вот, допустим, у Юрматы наоборот, у них кольчужный верх и тканевый низ. Это сделано для того, чтобы четко показать, что некоторые роды имеют еще один символ отличия, так называемую кольчугу. И роды, имеющие такие кольчуги, согласно преданию, непосредственно от Чингисхана, имеют кольчужный верх и тканевый подбой. А роды на следующую символику у них имеют намет сверху тканевый, а подбитый снизу кольчугой. Собственно, как мы можем видеть в гербах Юрматы и Юрми. Все-таки Джурматы бий считается в первую очередь основателем рода Юрматы, и именно он получил кольчугу от Чингисхана. Вот, собственно, это основное, что мы можем увидеть в гербе. Понятно, что каждый герб, живя, дополняет свою символику, добавляет смыслы в те символы, которые заложены изначально. Но это дело времени. Посмотрим, как со временем обрастут новыми значениями и символами эти гербы родов. Спасибо за внимание. Всего доброго.